Власти Сыктывдина приступили к восстановлению ограждения и решили вернуть пост охраны площадки, где планировалось построить социокультурный центр для Пажги. Об этом главе Коми в связи с внезапным запросом доложила руководитель муниципалитета Любовь Доронина. Речь идет об учреждении по типу современного ДК, где по задумке должны были сосредоточиться все творческие коллективы села. Запрос вполне обоснованный. Вот как предмет для разговора выглядит сегодня. Повалившийся забор, местами нет обшивки и даже окна с повреждениями. Здание, которое на момент остановки строительства уже было готово к этапу внутренней отделки, разрушается, говорят местные жители. 4 февраля этого года после долгих судебных мытарств стройплощадка вновь вернулась району. Сам объект начали возводить, напомним, 6 лет назад, но через год работы были приостановлены. Подрядчик тогда успел получить по госпрограмме «Культура» 21 миллион рублей из 98 предусмотренных сметой. Однако выявились многочисленные нарушения, которые спровоцировали разбирательство. В июне 2018 года арбитражный суд постановил признать гражданско-правовой договор с ООО «Спецтехника» расторгнутым, а также взыскать с компании убытки в пользу заказчика работ муниципального дома культуры. Я вас пригласил для того, чтобы понять ситуацию с социокультурным центром в селе Пажга, что с ним происходит, в каком он состоянии, какие перспективы. Сегодня буквально выезжали наши специалисты и специалисты Министерства культуры на объект, определили пока визуально, и что мы дальше планируем. Планируем, что нужно все-таки провести инструментальное обследование с целью определения работоспособности несущих ограждающих конструкций этого здания. И в случае положительного решения этих результатов инструментального обследования и целесообразности завершения строительства провести работы по корректировке проектно-сметной документации с учетом выявленных дефектов, нарушений и этих инструментальных исследований и завершать строительство. Это как раз вопрос сегодня к нам, у людей. Почему? Даже если были проблемы, если была какая-то, извините, там такая нехорошая история, почему до сих пор власть не приняла никаких решений? Почему до сих пор на этом объекте нет строителей, почему объект не завершается строительством, почему на сегодняшний день люди ходят, смотрят на зияющие окна, в том числе и частично выбитый объект стоит, и просто его погодные условия уничтожают. А мы потом завтра должны принимать решение, изыскивать средства и вновь, так сказать, прибегать к тому, чтобы людей убеждать, что сейчас все случится, подождите еще какое-то время. Годами. 5 лет люди. С момента стройки, я так понимаю, лет 7. Люди видят это безобразие. Сколько это будет продолжаться? Значит, нужно делать проектную документацию, нужно проходить экспертизу после инструментальной оценки того, что там есть, и смотреть, какие там нужны дополнительные корректировки. Вносить с тем, чтобы объект был достроен. Потому что там и правила поменялись, и требования, там много чего поменялось. Смотреть несущие способность, конструкции, там, материалы и все, что с этим связано. Поэтому работа должна быть организована, она должна быть записана в график, и за этот график вы уже должны отвечать головой. Понятно? Глава дал прямое поручение Любови Дорониной запускать процедуру изменений в проектно-сметную документацию, созывать сессию депутатов, объяснять ситуацию и определять денежные средства на завершение строительства.